Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Мы с Юлией решили поехать в Мияги. Скоро моему мужу Виктору, отцу моих детей, где 3 года, как его не стало. Поэтому мы решили поехать заказать службу в церковь. Раньше мы заказывали службу в мужском монастыре в селе Дедове. Отца Тихона, который там служил, перевели в Миягинский район. Поэтому мы решили сегодня поехать также к нему. Заранее мы с ним созвонились, договорились, что мы приедем сегодня. За рулем, как всегда, Юлия. Всем привет. Вот Киргиз-Мияги. Дорога хорошая. Горы уже открываются, снега мало. И на поле тоже, посмотрите, здесь очень мало снега. Ярлыкова. Где-то здесь церковь должен быть. А вот и церковь вон там впереди. Мы как раз подъезжаем. Через 300 метров поверните Сюда. налево, во двор. Вот и навигатор нам говорит. Через 300 метров повернуть налево. Вот и церковь, где служит наш отец Тихон. Поверните налево, во двор. Вы приехали. Мы приехали. Спасибо. Отец Тихон немножко занят. Сейчас он подъедет. Мы созвонились. Ждем. Привезли немножко гостинцы. Раздадут прихожанам и гостинцы отцу Тихону. Пусть поминают добрым словом мужа, отца и деда. Вот, дождались отца Тихона. Здесь Кристина. Добрый день, наши дорогие подписчики. Рад вас всех приветствовать на канале Мамы Гули. Вот сейчас я в новом месте служения, не в селе Дедово, а в другом, в Миягинском районе. Один священник на весь Миягинский район. У меня 4 храма, и еще 5-й будем строить весной. Поэтому приезжайте, будем кирпичики закладывать. Вот здесь вот провожу экскурсию. Здесь вот мы крестим. Если кого-то нужно крестить, приезжайте. Киргиз-Мияги, село Ярлыкова. Пожалуйста, никаких проблем. Но это пока холодно. А потом лето начнется, мы крестим на озере, там в Кажай-Семеновке рядом. 20 километров деревни отсюда. Прям на озере крестим и все. На пруду. Вот. Здесь кухня. Здесь мы постоянно вот после службы собираемся, кушаем, общаемся, разговариваем. Да. На вопросы отвечаем. Вот. Сейчас А здесь кто живет? А там нет, там никто не живет, там я здесь иногда ночую, когда приезжаю сюда. Когда приезжаю, допустим, вечером я здесь отслужил, и утром еще нужно. Вот я здесь остаюсь. Ага. Вот. Ну, летом здесь территория красивая, здесь все зеленое, парк. И сейчас видно, что красиво тут. У нас здесь вот цветы, кусты, малины тут есть, елки. Елки красивые.
Здесь хризантемы уже видно. Да, вот можно обойти даже. Угу. Все цветет летом, здесь очень красиво. Сейчас немножко снег сойдет и будем делать субботник. Там, наверное, не пройти нам. Нет, здесь не Нет, там пройдем. не пройдем, да. Вот, а это вот церковь Покрова Божией Матери. Это вот село Ярлыково, Киргиз-Маяки. Здесь раньше, до революции, ну, даже до 1987 года стоял большой, огромный, высокий храм. Очень-очень высокий, очень-очень большой. И коммунисты, когда поняли, что уже церкви возвращают имущество, они взяли и взорвали храм. Это был самый последний храм в Советском Союзе, который был взорван. И больше после этого храмы не взрывали. Вот это был самый последний храм. Есть картинки. Единственная фотография только есть в храме. Единственная фотография есть храма в интернете. И все, а больше нет ничего. А вот там дальше вот тоже находится наш дом, который сейчас вот тоже на ремонте находится. Вот это называется дом священника там. Вот. Сейчас делаем ремонт. Там живем, останавливаемся. Вот этот дом. Да, там со стоянки потом. Да, окна поставили уже. Окна поставили, да, все делаем. Там и гостиница, там есть даже 3 комнаты для того, чтобы принять гостей. То есть, если вы приехали немножко там на день, 2, 3 отдохнуть, пожалуйста, никаких проблем. Все бесплатно, все можно доступно. До Киргиз-Маяков тут 1 километр. Едем и спокойно. Хочешь магазин, хочешь что, хочешь парикмахерская. Хоть салон красоты. Красиво тут. Ой, сейчас тут снег сойдет, я думаю, будет еще красивее. Колокольня вот у нас стоит. Ага, колокольня здесь. Да. Потом парней привезете, можно будет подняться, позвонить. Угу. Сам я туда не поднимаюсь. Держите. Это вот у нас храм. Угу. Храм относительно новый, недавно построенный, поэтому... Так. А где можно свечи купить? Сейчас я вам дам свечи. Не надо ничего покупать. Мои друзья. Не спешите. Вот. Вот вам целое за всех. Ага. Поставить сейчас принесу это. Ага. Спасибо. Поставили свечи усопшим. Всем усопшим. Ребятишкам, которые погибают на чужой стране. Солдатам нашим. Воинам. Даже для тех, кому некому отправить молитву. Здесь поставили всем на здравие, всем подписчикам поставили свечи на здравие, всем родственникам, всем ребятишкам, которые
служат далеко от нас. Да, если у кого-то есть там на специальной военной операции выполняющие свой долг родственники, сыновья, можете вот у мамы Гули спросить номер телефона, можете написать мне. Мы будем молиться каждый день, пополняются списки. Каждый день мы молимся, каждое утро в 3 храмах Меякинского района всегда служба утром идет. Поэтому это наш долг, потому что без, как я всегда говорю людям, на проповеди в воскресенье утром, без молитвы в тылу победы на фронте не будет, без помощи. Мы с вами труженики тыла, поэтому давайте все вместе организуемся и будем молиться, чтобы быстрее наши ребята все это закончили. Поэтому пишите, звоните, никаких проблем. Ангелы-хранители, всем помощи Божией. Покрова Богородицы. Спасибо. Я даже телефон оставлю Да, под пожалуйста. видео. Это Иоанн Кронштадтский, Санкт-Петербургский святой 20 века. Здесь вот даже вот кусочек его облачения зафиксирован. А это вот Серафим Саровский. Ну, наверное, люди знают. Здесь тоже вот кусочек его мантии, вот такой же, как у меня. Такой же, такого же облачения священного, поэтому вот так. А так вот больше пока мощей нету. Вот я сейчас в мае полечу в Москву, оттуда привезу мощи. Большой, хороший такой сундучок с мощами. А вы в Москве были недавно? Я Что- постоянно в Москве сейчас. Через каждые 2 недели я Что вы летаю там в Москву. делаете? Работаю. Я еще и там служу. В патриархате, да. Патриарший совет по культуре. Организовываем православные кинофестивали. Все. Вот с молодежью работаем. Поэтому постоянно в Москве. Летаем туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Вот. Так что так. У вас ведь высшее образование, да? У меня есть, да, высшее образование, театральное и духовное. Как раз Киевская академия. Киевская как раз, да. В то время еще можно было учиться, когда я учился. Ну а сейчас уже все. Не знаю, может быть, они даже уже там на своей стороне аннулировали мои дипломы. Ну ладно, не суть важно. Вот. Ну что, трудимся каждый день на благо церкви, на благо народа русского, на благо нашего воинства, потому что время нелегкое, и молитва каждого, на самом деле, она очень, очень веская, и очень нужна. Нашим ребятам очень нужны молитвы, потому что мы ездили однажды уже, в ноябре ездили в Мариуполь. Хотя в Мариуполе, конечно, уже и спокойно, там ничего не слышно, ничего не видно, как бы, но в город заезжаешь, 15 километров до города, а уже пахнет гарью. И вот сейчас вот мы тоже вот недавно буквально ездили туда же, и запах не пропадает вообще. В принципе, уже ничего не горит, город не горит. Все дома уже отстраиваются, но они на другой стороне отстраиваются, там не со стороны Таганрога, там, допустим, въезжаешь, Ростов, Таганрог, вот еще до города 15 километров, и уже пахнет гарью в закрытой машине. Я водителю говорю, может, что-то горит у тебя? Он говорит, нет, это, говорит, город пахнет так. Это, говорит, в городе такой, говорит, запах. И потом въезжаем туда, с левой стороны Азовсталь этот знаменитый. Смотришь на все и просто молчишь, потому что никаких слов, вообще ничего нету, даже сказать вообще никакого слова нету этого. А потом в городе уже в самом центре, там этот театр Пушкина разгромленный, и все объекты уже знаешь. Все объекты ты уже знаешь, потому что их по новостям показывали. И думаешь, здесь вот сколько вот терактов произошло. Сколько здесь вот мирных жителей погибло, да? Да. Ужас. У вас даже глаза прослезились. Ну, есть, да. Ну, ладно.
тяжелые на самом деле вещи. Да, очень тяжело. Ага. Очень тяжело. Конечно, конечно. Ну вот сейчас вот мы опять собираем гуманитарную помощь, опять после Пасхи, после 16 апреля поедем туда, Большой Газели, собираем здесь. Сейчас вот я бросил клич уже по своему району, по Миякинскому. Будем собирать там медикаменты какие-то, там что-то, продукты какие-то, консервы в основном, потому что консервы имеют больше срок годности, чем всякое такое. Мгм. А так, да, мы отвозим. Последний раз вот я общался с солдатами, буквально 2 недели назад, они мне говорят, все есть, кроме медикаментов. Уже носки не нужны, теплые носки уже не надо. Потому что мы всю зиму собирали шерсть Мгм. овечья, там все это, женщины вязали носки, пояса какие-то, монахини в Стерлитамаке вязали. Мгм. И все, отправляли всю зиму постоянно. Носки, свитера, целыми фурами отправляли. А сейчас нет, сейчас уже все. Уже 16 марта на дворе, сейчас уже все. Там тоже сейчас тепло. Там тепло сейчас уже, там еще раньше, чем у нас наступило тепло. Поэтому вот, конечно, подкрепиться ребятам, да. И вот подарки вот к Пасхе, вот мы сейчас, вот я говорю, как раз и собираем подарки к Пасхе. Формируем коробочки, чтобы у каждого солдата там был подарок к Пасхе, чтобы можно было приехать и поздравить, и сказать Христос воскресе. Потому что это праздник большой, праздник общий, и хочется, чтобы наши братья, наши солдаты тоже радовались. Мы здесь в тылу, а они там. Слава Богу, что у нас, я говорю, еще здесь не прилетает. Ничего. Ой, Боже упаси. Да, мы живем здесь, я говорю, хорошо, что на Урале. Слава Богу. Да, Дай я... Бог нашему президенту здоровья, Мгм. нашему верховному главнокомандующему, потому что не знаю, если бы не президент наш, если бы в то время выбрали кого-то другого, то, наверное, бы уже России-то нашей как таковой и не было бы. Я тоже несколько раз ездила в швейный цех, помогала там шить спальные мешки. Вот. С миру по нитке, как говорится, все. Кто-то лепит пельмени, кто-то там варенье варит, кто-то вот носки. Кто-то лапшу Бабушки, у нас делает. постоянно бабушки вяжут носки здесь, отправляют. Я говорю, ну сейчас уже, я говорю, все. Я говорю, вы вяжите. Я говорю, дай Бог, я говорю, конечно, все это закончится быстрее, а носкам применение найдем. В любом Дай случае. Бог, будет примирение. Конечно, конечно. Мы потому никому что плохого не желаем, ни ту сторону, ни в эту сторону. Пусть будет Потому что будет два братских примирение. народа столкнули. Да. Страдаем, мирные люди. Непонятно как, что это происходит, но все понимают прекрасно, откуда это все идет, и зачем это все идет, и для чего это все идет. И вот как-то вот недавно мы ездили вот как раз в госпиталь Бурденко в Москве, и там мы разговаривали с одним из солдатов. У него уже, сколько ему, 21 год, а рядом с ним находится вот прям молодая девчонка. Я говорю, это сестра твоя? Он говорит, это, говорит, мама моя. Мама, прям вообще молодая. И он без ног, уже без ног, 21 год. И смотрю, у него из-под подушки торчит вот как раз эта иконка Николая Чудотворца. Я говорю, а ты молитву-то знаешь ему? Он говорит, нет. И вот мы с ним прочитали молитву, поплакали, посидели. И вот он у меня спрашивает, что, говорит, вообще, говорит, происходит, говорит, на земле? Потому что, говорит, мы идем в бою, стреляем, кого-то, ну, видимо, кого-то они там ранили и так далее, кто упал, ну, с противоположной стороны. Потому что не могу сказать враг, нельзя называть их врагами, потому что это наши какие-то, знаете, как это, младшие братья, которые хотят ремня по жопе, вот, которым нужно ремня по жопе дать, и все. Вот. И он говорит, вот какого-то парня ранили, и я бегу, и он лежит. И я смотрю, у него из кармана тоже иконка Николая Чудотворца торчит. Тоже иконка Николая Чудотворца. И я бегу, говорит, и думаю,
Против кого мы вообще воюем-то? Против своих же братьев и воюем. Со своими братьями. И все. Поэтому очень многих как раз на фронте вот такое вот осознание того, что да, младшему брату надо дать ремня по жопе. И все. Это не враги наши, это же наш православный христианский народ. А сейчас что-то там происходит и с церковью, там постоянно там на священников выгоняют, лишают гражданства, отбирают квартиры, машины, все у них, то есть детей выгоняют. Недавно вот выгнали священника, у него 8 детей. Сказали, ну не хочешь здесь, иди в Россию пешком. И все, и они пошли в Россию пешком. И они шли 300 километров с семьей, 8 детей, мало-мало на руках. Поэтому время сложное, время нуждается в нашей молитве, время нуждается в нашем сокрушении, в наших слезах. Но ничего, у России всегда был такой путь на самом деле. Если даже посмотреть, да, историю Отечества нашего, Россия всегда защищалась от врагов. Россия всегда защищалась. И защищала свой суверенитет, и свои интересы отстаивала всегда. Поэтому и здесь тоже тот же самый вопрос. Абсолютно. Победа будет за нами, враг будет разбит. Ангелы-хранители, помощи Божией. Все. Слава Богу. Будем молиться. Да, будем молиться. Да. Я недавно в мечеть ходила тоже. Отдала садака за всех, чтобы был мир. Да. Вот как хорошо, свечки поставили, уже теплее в храме стало. Да, в храме теплее стало. Свечи горят. За каждого из солдат. Угу. За всех погибших, за всех живых. Угу. Здесь за живых. Мы в магазине. Набрали мы рыбу разную. Здесь есть рыбзавод. Всякие рыбы есть. И цены вот такие. Вот скумбрию, наверное, я возьму. Килограмм 210, архангельский, свежемороженый. Морской язык, окунь, стейки, трески. Полуфабрикаты. Сколько рыбы. Все соленые, печеные. Разных сортов. Ой, вкусняшки такие. Такая вкуснятина и красота. Сельдь холодного копчения 180 рублей. Скумбрия холодного копчения 400 рублей. Все аппетитно выглядит. Скумбрия тоже без головы 400 рублей. Все вкусняшки. На свадьбе вместе гуляли, Полуфабрикаты. Майонез Макеев
195 рублей. Курочки, уточки. Кури халяль 210 рублей. Семга свежемороженая 1200 рублей килограмм. Форель 744 рубля. Семга свежемороженая, куски 1540 рублей. Вот эти, наверное. Ой, как аппетитно выглядит все. Горбуша тихоокеанская 440 рублей. Стейки горбуши 485 рублей. Филе горбуши в глазури 500 рублей. Терпок 260. Стейки пангасиуса 345 рублей. Моя любимая рыба горбуша. Сейчас я возьму немножко. И дети мои любят. Здесь хлеб, макаронные изделия. Всего навалом. Здесь есть даже травы Башкирии. Горная Сибирь. Кардио. Бальзам. Заказали службу, оставили свечки на здравие и усопшим. Заказали службу Виктору. Марта будет ровно 3 года, как не стало нашего отца, мужа, дедушки. Мы будем поминать с семьей, с детьми, с внучками, с внуками, родственниками. Мы с мужем уважали религию друг друга, и поэтому мы решили заказать службу, поехать в церковь. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю доброго здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Всем пока-пока, до следующих встреч. Красота, вон березы, как невесты.